Железная сила воли творит чудеса. Путь Николая Кобесова в медицину тернист и необычен. Он родился в 1974 году в столице Грузии. Еще в 10 классе он познакомился с торакальным хирургом. Эта специальность пришлась ему по душе. Я увидел, какой он уважаемый человек. Я увидел, что он приносит пользу людям. Как-то мне понравился его образ жизни, его деятельность, его работа. Я неоднократно был у него в больнице, видел, как он относится к пациентам. И начал параллельно читать книги про великих хирургов. Успеваемость оставляла желать лучшего, но Николай Викторович убедил родителей – медицина – его судьба. Поэтому они отдали его к репетиторам по химии, биологии и русскому языку. За короткое время из троечника наш герой стал твердым отличником. В итоге я окончил в 91 году, и как-то не повезло мне, моему поколению, развал Советского Союза. Именно 91 год Советский Союз развалился. Естественно, экономическая ситуация там, в Грузии, оставляла желать лучшего. В общем, никаких перспектив там не было абсолютно. Ни в плане учебы, ни в плане какой-то жизни. В 17 лет Николай Викторович приехал во Владикавказ за лучшей жизнью. Один, без родителей. Подал документы в Северо-Осетинский медицинский институт, но не поступил. Обратно уезжать уже не хотелось в Тбилиси, так как мне было стыдно быть, то есть проигрывать стыдно было, потому что я всегда как-то хотел, был победителем всегда. Так оступлюсь, в 10-11 класс я был чемпионом Грузии среди юниоров по силовому троеборью. Да. И, видимо, вот в характере у меня всегда быть первым, побеждать. И как-то неудобно было, стыдно было возвращаться, как я в глаза посмотрю моим родителям. Жить было негде, как и работать. Наш герой решил поступить в Горский государственный аграрный университет на ветеринарный факультет. Медицинских знаний хватило для вступительных экзаменов. Надеялся на стипендию и общежитие. Так и получилось. Отучился 4 месяца. Как наступили холода, не было сапог, не было куртки. И уже с общежития не вышел. Как только первые холода, сидел в общежитии. И, естественно, меня отчислили за непосещение сельскохозяйственного института. Но спасибо коменданту этого общежития, он меня не выселил, пошел навстречу и сказал: до лета живи, следующим летом придется выселить, потому что студенты опять поступят, и надо освободить место. Или же надо тебе обратно поступить. Следующим летом Николай Викторович поступил на агрономический факультет. Так он остался еще на год в стенах общежития. Жить было не на что, но студенты не оставили в беде нашего героя. К сожалению, история повторилась. С наступлением холодов пришлось бросить учебу снова. Но сидеть сложа руки было некогда. Нужно было зарабатывать на жизнь. То где работал, то где, то сникерсы приходилось там откуда-то брать, перепродать. В общем, так называемый бизнес, мелкий бизнес. То ездил в другие города, что-то привозил. Ну, чем все занимались, тем и я занимался. И вот так прошло 10 лет, до 2002 года. Времена были тяжелые. Многие молодые люди пристрастились к наркотикам и алкоголю. Николаю Викторовичу помогла цель. Она не дала оступиться. В 2002 году случилось судьбоносное событие. Нужно было отвезти друга к ясновидцу. Мать моего друга совершенно случайно встретились, и меня попросила отвезти ее сына к ясновидцу, для того, чтобы он в дальнейшем женился. Да. У меня была машина, я не отказал, естественно. Я их повез. Ну, пока мой друг был у ясновидца, там, не знаю, что там делали, как они, чем занимались. Меня его мать уговорила тоже зайти, после того, как друг выйти. Я, естественно, сопротивлялся, не хотел, потому что человек, который придерживается медицины, он как-то не верит вот этим всем. В итоге наш герой все же зашел в дом ясновидца. Хозяин был неразговорчив. Взглянув на Николая Викторовича, он прочитал строки из книги, затем вручил молодому человеку предмет, завернутый в фольгу. И сказал: о чем ты мечтаешь, исполнится, только иди и делай шаги свои. И дал, и я сказал спасибо и ушел. Да, когда сомневался, как должно было исполниться за месяц,
Если через месяц уже конец приема документов, у меня нет ни военного билета, у меня нет ни денег, так как я планировал поступить на коммерческой основе. Тогда уже коммерческая основа была. Нужно было заплатить за 2 года 60 тысяч рублей. Это тогда еще хорошие деньги были, 60 тысяч рублей. Не было ничего, кроме желания и машины. Не было военного билета. Николай Викторович был гражданином Советского Союза, уже несуществующего. Но наш герой не отчаялся, а стал думать, как его получить. Несколько раз в военкомат ходил, чтобы меня забрали в армию, так как я здесь голодал. Но так как я не был гражданином России, меня и в армию не забрали. Да, не можем, прими гражданство, и только тогда мы тебя можем забрать. То есть я напрашивался даже в армию. Я поехал быстренько в комиссариат Иравского района, у меня там прописка была, мои друзья меня там прописали. Ну, пообщался с комиссаром, и я сказал, что нужен военный билет для поступления, а у меня тогда уже гражданство России было. Комиссар подсказал, что делать. Нужно было пройти медкомиссию, принести документы о гражданстве, пройти медицинскую комиссию и написать объяснительную, почему не прошел военную службу раньше. Николай Викторович попросил поторопиться. Документы нужно было получить в течение месяца. Он мне пообещал. Второй вопрос, что мне делать с финансами. Да? Потому что надо было первоначальный взнос вносить, а потом экзамен сдать. У меня была машина, такая «Волга», 31-я «Волга». Я поехал в редакцию газеты, дал рекламу, продаю машину и написал там 60 тысяч. Именно то, что мне надо было. На следующий день мне позвонили и спросили, машина как, что, продаем? Да, продаю, все. Встретились и получилось, что машину продал. Все складывалось удачно. Были деньги, документ о гражданстве. За 3 дня до окончания приема документов позвонил комиссар. Военный билет был готов. Счастливый молодой человек поехал подавать документы, а после заплатил деньги в кассу. Затем успешно сдал вступительные экзамены. В сентябре наш герой нашел свою фамилию в списках зачисленных в медицинскую академию на лечебный факультет. В итоге я не верил, естественно, да? Но все равно факт есть факт. Я стал студентом. Мои родители до 1 сентября не знали, что я поступил в медакадемию. Мои друзья, знакомые, соседи, абсолютно никто не знал, я никому не говорил, потому что мне как-то было не совсем комфортно, что вот спустя 10 лет, в возрасте 28 лет, это мне тогда казалось. Сейчас-то я уже знаю, что это не возраст, это еще начинается все тогда. И буквально 1 сентября, когда я встал и взял халат и пошел, моя мать спрашивает, что такое, куда идешь, зачем халат и что такое. Я ей сказал, что я иду на 1-й курс медакадемии. Врач должен знать все. Он не имеет права пропустить определенную тему или не выучить ее, ведь если придет пациент, нельзя ему сказать, что ты не знаешь о его заболевании. Даже если иногда было настроение как-то не выучить какую-то тему, потому что был уставший или там несколько тем выучил, а одно не выучил, то всегда я находил все силы и учил, потому что мне было неудобно в 28 лет встать и преподавателю сказать, там, извините, я не выучил. Тогда зачем в этом возрасте ты поступил, если не выучил? Первая сессия была сложная. Николай Викторович надеялся, что получит хотя бы 3. Близился экзамен по химии, но вопреки ожиданиям, наш герой ответил на твердую 4. Тогда преподаватель пожал ему руку и поблагодарил за хорошую учебу. Эти простые слова подействовали волшебным образом. Я, значит, могу, еще не все потеряно. И после этого летняя сессия, 3 экзамена, я получил 3 5. Да? Даже шоколадную плитку ни одному преподавателю не дал за это. Да? 3 5 получил. Все преподаватели, именно мужчины, кто были профессора, после ответа они все мне пожимали руку, говорили спасибо за учебу. И вот так я учился, в общем. Но я учился на коммерческой основе. Работать не работал. Надо было за 3-й, 4-й курс платить, за 5-й, 6-й курс. А если бы я учился, как бы я еще... То есть, если бы я работал, как бы я еще учился. Николай Викторович поставил себе цель перейти на бюджетную основу. Попросить кого-то не было возможности. Связей и вовсе не было.
Тогда наш герой придумал план. Хитрость заключалась в том, чтобы познакомиться с ректором СОГМА. Второй курс, как же мне познакомиться с ректором медакадемии? Я думал об этом, чтобы с ним потом поговорить о том, о переводе на бюджетную основу. Чтобы познакомиться и как-то донести до ректора, что вот я хороший студент и я достоин. Ректором тогда был Салбиев, он и был заведующий кафедрой гистологии. Я решил экзамен сдать ему лично, чтобы во время экзамена пообщаться. Ректор задерживался. Все студенты старались сдать экзамен до его прихода, другим преподавателям. Так было проще, но Николай Викторович терпеливо ждал. Наш герой вытянул билет, пока шел до парты, прочитал вопросы и уже знал на них ответы. Для большего эффекта пошел отвечать без подготовки. Я сразу поднял руку. Начал первый билет рассказывать, он слушал, остановил меня, хорошо, молодец, давай второй вопрос. Второй вопрос начал отвечать, тоже хорошо я отвечал, я учился отлично. Остановил. Третий вопрос, он меня тоже остановил. Там 2 препарата было, стекла. Надо было посмотреть под микроскоп и сказать просто, что мы там видим. Больше ничего не надо было. Я посмотрел, все. И в итоге он меня остановил, взял зачетку мою и написал, там 5 поставил мне. После этого уже и ректор пожал ему руку и поблагодарил за отличную учебу. На 3-м курсе пришла пора платить. Денег у Николая Викторовича не было. Поэтому он пошел на прием к ректору. Секретарь не хотела его пускать, но у него был козырь в рукаве. Даю зачетку открытую и говорю, вот занесите и поставьте ему на стол вот эту зачетку и скажите, вот именно укажите пальцем на эту 5, где он расписался. И скажите, вот этот студент хочет с нами пообщаться. Ну, Яна зашла туда и через буквально несколько секунд выходит и говорит, пожалуйста, заходите, вас принимают. Ректор внимательно выслушал Николая Викторовича, но бюджетных мест для перевода тогда не было, но нашему герою дали возможность платить частями, а в конце 4-го курса заветная мечта наконец сбылась. Взял в кредит оргтехнику, потому что я уже тогда работал медбратом в этой же больнице, сдал за счет оплаты и потом кредит платил. В общем, вот там как-то до 4-го курса я дошел. На 4-м курсе еще такой момент, еще интересный был на 4-м курсе. Выходим с лекции, на 4-й курс это был, да. И смотрю, студенты собираются, преподаватели там в конференц-зале собираются. Ну, на вопрос, что случилось, что такое. Тогдашний глава нашей республики Мамсуров должен был приехать, встреча со студентами. Николай Викторович решил задать главе вопрос. Это было скорее предложение – переводить неуспевающих студентов с бюджетной основы на коммерцию, а отличников, наоборот, на бюджет. Все поддержали нашего героя аплодисментами. Тимурат Зямбекович тоже поддержал эту идею и сказал всему залу, там и ректор там сидел, и проректор, что идея хорошая. И раз этот студент задал этот вопрос, значит, он первый претендент, поэтому с него и начните. Итак, меня уже перевели на бюджет, 5-й, 6-й курс, я уже учился на бюджетной основе, мне назначили двойную стипендию за отличную учебу, еще соцстипендия была. Помимо учебы, наш герой 4 года работал медбратом в республиканском туберкулезном диспансере в отделении торакальной хирургии. Николай Викторович получил диплом с отличием. За одной сложной дорогой последовала вторая. Нужно было отучиться в ординатуре. В республике не было такого направления, но была еще одна сложность. Как раз когда был на 6-м курсе, законы поменялись, и чтобы учиться поступить в ординатуру по торакальной хирургии, надо было окончить ординатуру или интернатуру по общей хирургии. То есть, учитывая то, что 28 лет я поступил, спустя 10 лет, 6 лет отучился, еще дальше. В общем, сейчас мне надо пройти через общую хирургию, ординатуру или интернатуру, а потом только в торакальную хирургию, то есть еще 4 года. Николай Викторович решил ехать в Москву. Денег не было. Помочь могло только целевое направление. Пришлось идти в Министерство здравоохранения. Тогда был министром здравоохранения Ликоев, начальником отдела кадров там, Иналдиева. Спасибо ей тоже большое, потому что она меня поддержала. В итоге пришел, представился, сказал, что вот я такой-то, такой-то, окончил институт, и у меня никого нет знакомых, кто бы мог за меня походатайствовать. У меня есть только вот этот мой красный диплом,
который я заработал своим трудом, больше ничего нет, и я должен поехать в Москву в ординатуру. Было всего одно место, и наш герой понял, оно должно быть его. Шансов было мало, но удача была на стороне Николая Викторовича. Через какое-то время ему позвонили и попросили приехать в министерство. Хорошие люди есть, их много. И эти хорошие люди всегда помогают. И спасибо им. Когда Иналдиева мне вручила весь пакет документов и сказала «счастливого пути», мне как-то было неудобно от нее. И сказал, что я с пустыми руками пришел, у меня подарка нет, ничего нет. Но я обещаю, даю честное слово, когда выучусь и стану врачом, я обязательно приду и вас отблагодарю, хороший подарок на память. Да, за то, что вы мне помогли. На что она мне ответила: не нужно никакого подарка, учись, помогай бедным, вот это будет твоя благодарность мне. Окончив общую хирургию, Николай Викторович поступил на ординатуру по торакальной, тоже в Российскую медицинскую академию. Чтобы оплатить ее, пришлось взять кредит. И там было 3 базы, и я прошел через все 3 базы. Это Институт хирургии Вишневского, Институт онкологии имени Герцена и Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза на Яузе в Москве. Все это в Москве. Я ординатуру прошел по торакальной хирургии, неспецифические заболевания. В торакальной хирургии, это в институте Вишневского, оперировал вместе с внуком известного Вишневского нам, да? Вместе с ним работал и оперировал, и еще другими достойными профессорами. В Институте туберкулеза Николай Викторович тоже работал с профессионалами своего дела. Поступали предложения остаться работать в одном из 3 институтов за счет хорошей учебы и работы. Но наш герой решил иначе. В Институте онкологии имени Герцена я работал вместе с, можно сказать, Моцартом торакальной онкологии Трахтенбергом. Это всемирно известный ученый. С ним работал и заведующим отделением Пикин Олег Валентинович. Это, можно сказать, золотые руки. Тоже специалист мирового значения. Даже из-за границы с Америки приезжают у него посмотреть мастер-класс. В 2013 году Николай Викторович возвращается в Северную Осетию, в родной туберкулезный диспансер. Здесь он начинает работать торакальным хирургом. Его главным наставником стал Анатолий Савельевич Кулаев, еще один светило этого направления. Он был заведующим отделения торакальной хирургии. Если в Москве много было ординаторов, и профессора особо боялись учеников допускать к операциям только под контролем, здесь под руководством Анатолия Савельевича, да, успешно учился, научился тоже оперировать все. И, в общем, влился в эту струю, в торакальную хирургию. Я здесь понял, что такое торакальная хирургия уже. Там-то подходы, клиническое мышление у меня сформировалось, а руками уже начал работать здесь. То, что там видел, здесь начал применять. Около 2 лет наш герой работал хирургом. Затем стал заведующим отделением хирургии. Главным врачом тогда работал Батырбек Мусаевич Малиев, светило фтизиатрии, не только всероссийского, но и мирового масштаба. Стал заведующим хирургическим отделением. Могу сказать, что отделение было, можно сказать, абсолютно ремонт в отделении. Никакой, где-то 50 лет тому назад это все. Конечно, когда приехал отделение, было, как сказать, ремонта там, нехорошее отделение было. В общем, ремонт проводился там лет 30 тому назад в этом отделении. В ординаторской мы сидели в куртках зимой, руки мерзли, потому что дуло, было холодно, стены никакие. Лампочек было 2-3 работающих. Николай Викторович решил исправить ситуацию. На свои деньги отремонтировал отделение полностью. Это длилось в течение года. Спасибо Батырбеку Мусаевичу, он тоже мне помогал. Мы совместно это сделали. Какую-то сумму уже Батырбек Мусаевич тоже, сколько он мог, он мне тоже помог, какую-то сумму. Но это было где-то 20% от того, сколько я потратил. Кроме отделения, Николай Викторович отремонтировал и палаты. Поставил там пластиковые окна. Раньше там стояли деревянные. Зимой было холодно. Полностью обновил и процедурный кабинет. Благодаря этому отделение получило объемы по высокотехнологичной медицинской помощи.
Но, к счастью, впереди была грандиозная новость – реконструкция туберкулезного диспансера. Конечно, когда Батырбек Мусаевича позвало руководство нашей республики, он работал в Москве, был директором научно-исследовательского института, но его уговорили приехать и поднять фтизиатрическую службу. И благодаря тому, что он приехал, благодаря его знаниям, его опыту, его весу в здравоохранении, как человеку авторитетному, в итоге нам одобрили строительство вот этого центра, на что мы очень обрадовались. До начала строительных работ место заместителя главного врача по лечебной работе оставалось вакантным. Тогда Николай Викторович предложил свою кандидатуру Батырбеку Малиеву. Да, Батырбек Мусаевич меня изначально не рассматривал на эту должность, потому что он знал, что я хирург, оперирующий хирург, и не хотел меня, видимо, отвлекать от этой деятельности. Но я ему предложил свою кандидатуру, сказал и убедил, что хирургия от этого страдать не будет, наоборот, улучшится хирургическая служба нашей республики. И я бы хотел поработать и на этой должности. Батырбек Мусаевич согласился. На общем собрании объявил о своем решении. Началась стройка, свое утро Николай Викторович начинал именно там. Все вместе налаживали работу. Больные тоже нас поддерживали. Да, совместно мы работали и наладили вот эту работу. Естественно, все это сказалось на результатах, на показателях, статистических показателях по заболеваемости, распространенности, смертности. Заболеваемость начала снижаться. Распространенность туберкулеза начала снижаться, смертность от туберкулеза снизилась у нас ниже, чем в среднем по России, смертность от туберкулеза. Несколько лет назад президент России Владимир Путин издал закон. В нем говорится, что человек может занимать руководящую должность до 70 лет. Последовали кадровые перестановки. К тому времени Николай Викторович многое перенял от Батырбека Мусаевича, да и коллектив привык к нашему герою. Таким образом, он стал главным врачом Республиканского клинического центра фтизиопульмонологии. Батырбек Мусаевич уже перешел на должность президента нашего центра. Я уже года 3 месяца на должности главного врача работаю. Хирургию я не оставляю, я по-прежнему оперирую. Изначально я сюда пришел как торакальный хирург, да. Но работая во фтизиатрической службе, да, то человек должен быть и фтизиатром тоже. Да, поэтому я решил и стать фтизиатром тоже, потому что я уже эту специфику знаю, это заболевание знаю. Осталось дело за малым – обучиться и получить соответствующий документ. Я прошел переподготовку уже на базе нашей кафедры, то есть здесь. Помимо этого, Николай Викторович является кандидатом медицинских наук. Он начал заниматься этим еще в Москве. Материал собирал на базе второго института имени Пирогова. Защитился уже в родной республике. Чтобы, во-первых, доучиться до торакального хирурга, это надо пройти много этапов, много ступеней. И не у каждого хватает терпения. Чтобы им стать, все зависит от степени желания. Да. Торакальный хирург должен, как и все врачи, все хирурги, обладать следующими качествами. Это любовь к пациенту, стремление помочь пациенту, готовность пожертвовать своим комфортом, чем-то своим ради блага пациента. Также торакальный хирург должен обладать отличным здоровьем, потому что приходится стоять по 8 часов за операционным столом. При этом нужно быть морально устойчивым, потому что как только пациент ложится на стол, он передает свою жизнь в руки специалиста, а исход может быть непредсказуемым. Несложных операций не бывает и простых операций не бывает. Порой какая-то, можно сказать, простая студенческая операция, на первый взгляд, может вылиться в какую-то операцию такую сложную, сложнейшую, да, которую может выполнить только опытный, да, опытный знающий хирург. Но туберкулез, конечно, очень сложно оперировать, потому что туберкулез – это воспалительный процесс. Оперировать это заболевание приходится дольше. Все зависит и от его локализации. Сюда могут присоединиться и другие патологии.
Поэтому нужно учитывать общее состояние пациента. Важную роль играет и команда. Команда, конечно, играет роль. Играет роль команда, очень большую роль. Мы, например, доверяем своим анестезиологам. Если где-то в другой больнице мне придется оперировать легочного больного, я обязательно заберу с собой наших специалистов, потому что мы понимаем друг друга даже без слов. Пока пациент находится в стенах больницы, дружеских отношений быть не должно. Все общение направлено исключительно в сторону лечения. Конечно, после выписки всегда приятно встретить их на улице, рассказывает Николай Викторович. Также должно быть доверие. Без него ни о каком лечении и думать не стоит. Поэтому приходится и общаться, приходится подстраиваться под характер пациента как-то, чтобы у пациента душа была спокойна за свое будущее. Свободного времени практически не бывает. С утра до вечера Николай Викторович проводит на работе. Кроме того, торакальный хирург должен быть всегда на связи, даже если ему позвонят в 2 часа ночи. Отдыхать не приходится, не получается, тем более и семья, там, дети. Женился поздно, где-то, если не ошибаюсь, 38 лет, вот так женился. У старшей дочки 3 года. Младшие 9 месяцев. Так что домой прихожу, там тоже не отдыхаю. Одна сидит на одном плече, другая на другом, и вот так, в общем. Не все мечты сбываются быстро. Некоторые требуют времени, энергии, бессонных ночей и рисков. Но в конце получается то, что представлялось, и даже больше.